Самые эффективные методики сохранения уникальных языков обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня наш гость Юлия Норманская, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией лингвистические платформы Института системного программирования Российской академии наук, ведущий научный сотрудник отдела Урало-Алтайских языков Института языкознания РАН, главный редактор лингвистической платформы «Лингводок». Юлия Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас снова в Уфе. Вот вы приняли участие в форуме «Научная сессия по этнической истории антропологии башкир». Для вас какие самые главные заявления прозвучали? Ну, с моей точки зрения, самым главным было то, что принято решение, подписан договор об основании новой лаборатории на базе Уфимского научного центра, лаборатории, которая будет вести исследование башкирского языка на платформе Лингводок. Что это даст? Ну, в настоящее время мы вот сейчас уже ведем договоренности с директором института о том, что все лингвисты подключатся к этой работе. И у нас, если ранее мы работали по грантам РНФ, по московским грантам, то теперь это будет уже башкирская инициатива, и у нас будет значительно большее количество ученых, которые будут это обрабатывать, которые будут собирать материал. Мы надеемся, что те архивы, которые сейчас существуют в Башкортостане, тоже будут введены на эти платформы. Это было возможно только после решения правительства республики о совместном сотрудничестве, о том, что дальнейшие работы будут выполняться на Лингводоке. Для сохранения языка что это даст? Это даст возможность, ту, которую мы подготовили, что сейчас возможно записывать любые объемы данных, любые объемы звука от людей из различных районов. Более того, сами люди могут присылать свои данные, свои записи, и с помощью искусственного интеллекта они будут обрабатываться и размещены на платформе в виде словарей, в виде аудиословарей. Таким образом, это даст нам возможность сделать огромный корпус аудиозаписей, корпусов всех районов Башкортостана. Но на этом мы не планируем останавливаться, а планируем выйти на прикладной результат – это создание обучающих платформ. Мы по зарубежному опыту мы понимаем, что если настроить нейросеть, которая будет работать с помощью искусственного интеллекта на материале хотя бы одного диалекта, дальше возможно подгружать данные любого говора, если только они есть в достаточном количестве. Ну, для примера, понимания количества, это 100 тысяч словоформ. Да, должно быть записано на этом говоре, чтобы его можно было обработать и подгрузить в такую систему обучающей платформы. И дальше в автоматическом режиме на любую тему упражнения будут выдаваться ученикам именно на том говоре района, который он выберет. То есть каждый учащийся сможет обучаться именно правилам своего говора, которые будут автоматическим образом сформулированы на основании того, что загрузили его односельчане. Понимаете, то есть мы не будем навязывать людям правила литературного башкирского языка или татарского языка, о которых спорят, нам они не близки. А вот что вы загрузили, тому вы можете обучаться, и каждый человек сможет сделать вклад в дело обучения детей своего района. Это даст возможность избежать значительного количества конфликтов и даст возможность обучению на реальном языке своего района. Детям будет это гораздо легче, у них не будет разрыва между тем языком, на котором говорят дома, и тем языком, на котором просят выполнять упражнения. А это очень серьезная проблема для детей, особенно начальной школы. Правильно ли я понимаю, что это в целом такой цивилизационный вопрос сохранения уникальности того или иного языка? Да, безусловно, потому что президент на встрече, на круглом столе, посвященной русскому языку, дал также указание. Владимир Путин? Да, приказ, что мы должны подготовить ресурсы, которые мы видим для сохранения национальных языков. Планируется, что еще до окончания этого года он проведет встречу с Академией наук, которая представит ему, какие планы мы видим, для того, чтобы они были уже приняты, утверждены президентом на федеральном уровне. И мы поэтому готовим эту платформу. В частности, в рамках этого поручения планируем представить президенту, и Башкирия выбрана как пилотный регион, на материале которого мы можем показать, вот что мы уже сделали в Башкирии. Ну, то есть Башкортостан, он такой в общефедеральном тренде? Да.
Да. Угу. В рамках научной сессии, Юлия Викторовна, вы выступили с докладом. Вы представили классификацию северо-западных говоров башкирского языка на платформе Lingvadoc по полевым материалам 2021 года. Да? Тезисно, самые интересные моменты, пожалуйста. Ну, самое интересное это то, что эти результаты были достигнуты очень быстро. Мне была дана возможность опросить всего лишь 10 минут носителей 10 районов. То есть люди потратили всего лишь 10 минут, и на основании этого мы смогли уже благодаря методам искусственного интеллекта и платформы Lingvadoc получить результат, которого не было ранее, который очень четко показывает, что в фонетике, в звуках северо-западного диалекта присутствует совершенно четко диалектно-дифференцирующие черты, которые отличают его от татарского диалекта, и либо сближают с восточными и южными диалектами башкирского языка, либо вообще показывают его уникальность и архаичность. И именно с точки зрения этих черт мы видим, что на территории северо-западного района представлено наибольшее богатство различных возможностей. Такое, с точки зрения науки, показывает, что именно этот регион был изначально прародиной башкир. Понимаете, то есть тот регион, где максимальное богатство по звукам, по морфологии, он был изначальной прародиной. Это то, что было доказано экспериментально на других языках. И это очень важный факт, то есть он показывает важность изучения северо-западного диалекта башкирского языка. А вот полученные знания, во-первых, основой для чего они могут стать, да, и если оглядываться вот в историческую составляющую, то какие выводы можно сделать на основании вот полученных в этом году знаний? Ну, уже в июле я докладывала на материале первых книг на северо-западном диалекте, собранных материалов Катановым 100 лет назад, что северо-западный диалект был очень близок к восточному диалекту башкирского языка и максимально далек от татарского, к которому был более близок южный диалект башкирского языка. А как это формировалось? Что? Вот южные и восточные диалекты, как они формировались? На этот уровень мы еще не перешли. Вот как раз на него мы можем спуститься путем того, что с помощью математических методов обсчитать степень близости этих диалектов на всех уровнях. И после этого у нас есть уже методика расчета, какая степень изменения с какой скоростью возникала. Только после полного анализа, не собранного в течение 10 минут, а после полного анализа словарей исконной лексики, мы сможем дать математический ответ, когда начало формироваться различие между диалектами башкирского языка, где они находились, какая близость между башкирскими диалектами и казахским языком, и татарским языком. Да? То есть нам сейчас представляется, что к татарскому языку северо-западный диалект максимально близок. Да? Но если мы посмотрим его записи 100 лет назад, оказывается, что он был гораздо ближе к казахскому языку. И это все географические составляющие такие тоже да, оказывали влияние. Это географические составляющие оказывали влияние, он контачил с татарским, он перестроился, а 100 лет назад он был полностью по морфологии похож на казахский. Поэтому без изучения этого, без математических методов мы не сможем узнать историю своей страны, а незнание истории провоцирует на какие-то, может быть, иногда политические инсинуации. Я сторонник того, чтобы изучать все максимально четко, математически доказано, чтобы все слова, на которых базируются мои выводы, были не просто где-то в моем уме или в какой-то труднодоступной книжке, они были бы открыты в общем доступе. Каждый мог бы прослушать, проверить и верифицировать все, что я говорю, и то, что говорят другие ученые. Мы уже столкнулись даже на этом форуме с тем, что ученые высказывали, свои предлагали классификации, мы смотрим конкретные слова, и они показывают, что нужно эти классификации еще доработать. Понимаете, весь материал в открытом доступе не дает нам возможности сделать какие-либо фальсификации. Когда можно ожидать математических результатов, расчетов? Первые математические результаты, я думаю, надеюсь, что мы сможем ожидать уже в конце этого года, потому что мы надеемся, что сейчас коллектив лаборатории приступит к активной работе. Я думаю, что первые результаты будут уже в конце года. Но в течение 3 лет, я думаю, что можно с уверенностью говорить, если мы продолжим активную работу, что будет уже полный обсчет материалов каждого района, и это будет уже такой законченной картиной понимания, как формировался башкирский язык, какая близость между теми или иными районами.
Очень большая работа предстоит. Юлия Викторовна, мы с вами летом обсуждали преимущества и значения платформы LingvaDoc, да, когда каждый человек может просто записать голос, что-либо рассказать и отправить вам, и там уже с помощью искусственного интеллекта вы обрабатываете эти данные. Вот сейчас уже осень, да, время прошло. Какие результаты предварительные мы можем озвучить? Действительно, результаты есть. Достаточно много людей уже начало подгружать свои результаты из тех районов, куда мы никогда не добирались, откуда вообще не было записи звука. Это первое. А с нашей стороны мы разработали все-таки эти методики, которые уже сегментируют звуки. На тот момент их еще не было. Сейчас вот этот доклад я уже готовила с помощью этих методик. Были насегментированы звуки, и эти словари сделаны уже с помощью искусственного интеллекта. То есть процент ошибок достаточно низкий. То есть 3% требуется только ручная доработка материала, и это позволит нам сейчас выйти вот на эти результаты. То есть если люди или ученые, или магистранты, или простые люди будут погружать свои данные, они очень быстро окажутся уже на платформе. То есть если раньше для большого коллектива Института языкознания 60 словарей в год это был предел возможностей для большого нашего института, для нашего коллектива, то сейчас с помощью искусственного интеллекта мы можем любое количество материала обрабатывать и сразу размещать на платформу. То есть это зависит только от того, насколько быстро материал к нам будет поступать. Принимаете ли вы еще материал, да? Могут ли зрители, которые сейчас смотрят наши интервью, жители республики, отправлять свои голосовые сообщения? Да, мы приглашаем отправлять свои записи, своих диалектов. Мы также, для того, чтобы это сделать, надо ввести LingvaDoc, войти на платформу, войти в раздел «Помощь» и в канал Telegram. Там есть анкеты, которые можно заполнить, про них прочитать, либо отправить просто свои сказки, свои записи. И они будут в течение недели, 2 недель уже размещены на платформе с указанием на авторство, с указанием населенного пункта. Они будут уже видны на карте и находиться в общем доступе. Юлия Викторовна, буквально 1 минутка остается. В вашем понимании, почему важно каждому человеку сохранять свой язык? Что такое язык для человека? С моей точки зрения, с одной стороны, это понимание какой-то национальной идентичности, потому что каждый человек, лучше всего говорит на своем родном языке. Когда он переходит на другой язык, он говорит уже несколько хуже. Потом это очень важно для воспитания детей. Когда для детей родной язык совпадает с языком их родителей, то с моей точки зрения это дает возможность им передавать традиции. Это дает возможность поддерживать уважение в семье, потому что если ребенок говорит с тобой на русском языке, а для тебя русский не родной, ты говоришь хуже него, то уважение уже несколько рассеивается. А когда вы говорите на одном языке, когда он с бабушками и дедушками говорит на одном языке, то это дает возможность сохранять преемственность традиций. И мы будем работать ради этого и надеемся создать условия в виде обучающих платформ в будущем, чтобы помогать сохранять языки в семьях. Спасибо большое, Юлия Викторовна. Сегодня гостем программы интервью была Юлия Норманская, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией лингвистические платформы Института системного программирования Российской академии наук, ведущий научный сотрудник отдела Урало-Алтайских языков Института языкознания РАН, главный редактор лингвистической платформы LingvaDoc. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.